Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между французским Вильербаном и российским «Зенитом» будет сыгран при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Встреча пройдет во Франции в пятницу. «Зенит» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 побед в 28 матчах. При текущих обстоятельствах петербургский клуб не имеет шансов на выход в плей-офф. Переходим к обзору матчей 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Ростов дома обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе хозяев отличился Роман Еременко, Эвелин Попов и Павел Мамаев. У ЦСКА голом отметился Арнор Сигурдсон. Еще один мяч в свои ворота забил защитник ростовчан Максим Осипенко. По итогам встречи лучшим игроком был признан Еременко. На 20-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил за нарушение в штрафной площадке полузащитника армейцев Ильзата Ахменова и назначил пенальти. Удар Еременко отбил Игорь Акинфеев. Акинфеев отразил 14-й пенальти и повторил рекорд чемпионатов России. Всего в ворота вратаря армейцев было назначено 48 пенальти, из которых не забито только 18. В турнирной таблице чемпионата России Ростов поднялся на второе место. В активе команды Валерия Карпина 38 очков. ЦСКА, имея в активе 35 баллов, занимает пятую строчку. В следующем матче Ростов примет 15 марта московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет дома с Уфой. А тем временем московский «Спартак» на своем поле проиграл Краснодару. В том же матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Результат встречи – счет 0-1. Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. Лучшим игроком матча признан вратарь Краснодара Матвей Сафонов. «Спартак» не ослабляет давление в ходе двух таймов, однако наносил мало ударов по воротам противника. Игроки хозяев делали лишние пасы. В некоторых эпизодах хорошо проявляли себя защитники Краснодара. Гости же били из разных позиций. Запомнились опасные удары Ари и Маркуса Берга. На 71-й минуте защитник «Спартака» Илья Кутепов проиграл единоборство в штрафной площадке Бергу и сфалил, в результате чего был назначен 11-метровый удар, который успешно реализовал Ари. В концовской встрече самым ярким эпизодом стало удаление Зобнина. Победа Краснодара позволила клубу вернуться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 балл в 21 матче. «Спартак» занимает 10-е место, имеет 25 очков после 21 тура. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с Оренбургом 14 марта. Краснодар 15 марта встретится на выезде с замыкающими турнирную таблицу футбольным клубом «Сочи». Все спортивные объекты Олимпиады в Токио готовы. В минувшую пятницу оргкомитет игр заявил о завершении работ на последних из них – аквацентре. С подробностями Татьяна Гомозова. Оргкомитет Олимпиады 2020 сообщил в пятницу, что работы в Центре водных видов спорта в Токио завершены. Это означает, что все спортивные объекты летних игр сданы в срок. В аквацентре атлеты будут оспаривать медали в плавании и прыжках в воду. Кроме него, специально к Олимпиаде были построены еще 7 сооружений. А всего состязания будут распределены по 43 объектам. На некоторых из них уже идут тестовые соревнования. Национальный стадион сдали с опережением графика еще в ноябре 2019 года. 24 июля на нем должна пройти церемония открытия игр. Между тем, подготовка к главному спортивному турниру планеты проходит на фоне опасений о его возможной отмене из-за коронавируса. На официальном уровне, впрочем, речи об этом пока не идет. В Международном олимпийском комитете выразили полную уверенность в успехе игр и похвалили принимаемые против вируса меры. С февраля за подготовкой следит рабочая группа, в которую включены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Правительство страны заверило, что игры пройдут по плану. А глава Олимпийского комитета Японии сообщил в четверг об ограничениях в эстафете Олимпийского огня. По словам Юсиро Мори, при ее старте не будут присутствовать школьники, как планировалось ранее. По данным на пятницу, коронавирусом заразились уже более 100 тысяч человек по всему миру. Более 3 тысяч умерли. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.